Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. На днях я вас познакомлю с знаменитым списком Шиндлера из Варшавского гетто. Но я, конечно, не в самом оригинале, а в ингушском исполнении. И я решил, точно так же, как это Оскар Шиндлер, и решил отметиться и решил список ингушских провокаторов, проходимцев, лгунов, лжецов, обманщиков, всех их благо немало. Я решил всех с вами познакомить. Есть хорошие и плохие, но все они заняты одним делом: предательством и лицемерием. Так что просто я снял вторую часть, 300 человек его посмотрело в течение 10 часов. Я его закрыл по техническим причинам. К сожалению, вторую часть этого списка Шиндлера мне пришлось закрыть. Но я сейчас потом посидел, подумал, думаю, а почему я список Шиндлера, они взяли список вот этого Позоркина, вот он же то же самое, вот этот отец их, вот он, все, что вот сейчас делают эти ингуши, было заложено этим великим кормчим ингушей Идрисом Позоркиным. И я решил, второй час я подробно с вами его познакомил, но сейчас мне кажется, мне не стоит вот зацикливаться, так как, к сожалению, Дауге Штойль, вот этот композиторша Ева Мальцагова, вот я когда снимал ролик, несколько дней тому назад умерла вот эта композиторша Ева Мальцагова. Тоже о мертвых людях или хорошие говорят, или говорят вообще ничего. Но вот это список Шиндлера, вот она тоже была, как Ахмед Хамхоев, тоже другой ингушский композитор. Но, к сожалению, третью часть я хотел снять, но она умерла, и я, к сожалению, мне сейчас сегодня придется немножко вот как-то немножко красиво повести себя, потому что я же не могу, как эти ингуши, им пофиг. И на их уровень стать, и вот это, как это, Хасан Бакаева, эта история, когда он умер, вот столько они грязи выкатили, эти твари. И вот я не могу, хотя вот она не опровергла, могла опровергнуть, что это не его композиция, то, что танец, вот это чеченский танец, но там он ингушский, вот это был спор, что музыку в этом танцу сочинила Ева Мальцагова. Как она могла сочинить, если она родилась в 1955 году? В возрасте 2 лет она обратно с депортации приехала, а в самом депортации много чеченских ингушских писателей, композиторы решили создать вот этот академический ансамбль танцы, пляски. Потом он получил название в войнах. Вот это этот ингушский танец, который сейчас ингуши утверждают, что их вот чеченская музыка там. И вот это когда война была, это танцы, вот все говорят, что это, когда это был до войны, вот этот академический ансамбль танцы, песни, вот тогда было решено создать ингушский танец, и Махмуд Эсимбаев уже во Фрунзе в годы депортации танцевал эти чеченские танцы. И вот они решили, так как создается восстанавливается Чеченгусская ССР, это до 57 года уже в депортации, это уже ансамбль был создан уже в Киргизстане, в Казахстане, в Киргизстане. И вот тогда это было решено, и тогда эта песня возникла, музыка. Ева Мальцагова тогда, я извиняюсь, ходила на горшок, ребенок 2-летний. И вот как она могла сочинить, только в 79 году она окончила музыкальное училище Чеченгусской ССР, музыкальное училище. Как она окончила в 79 году, она сразу
поехала в музыкальное училище в городе Запорожье, и там была учительница, преподавала. А потом обратно вернулась в город Грозный и преподавала в детском музыкальном училище №1 в городе Грозном. Я говорю, все эти учителя, честное слово, как они задолбали. Исаак учитель всех учителей. Вот это Нурди Кацуев. Кого не, это Марьям Ялхароева, кого не возьми, учителя, они все учителя. А потом в 1990-м, когда создали это на ровном месте республику Ингушетия, вот все стали писателями, композиторами. И вот сама это и даже это Ева Мальсагова, Торский путь, не в 79-м году, не в 80-х годах, она, кем она была, чеченгурская, мы, хорошо, что мы там жили, и мы можем, тем более я-то знаю, вот она, сперва она устроилась в филармонии, по-моему, была заместителем вот это чеченгурской филармонии, потом была замминистра культуры Чеченгурской ССР, тоже даже один раз она даже совмещала пост министра культуры, так как она была исполняющей обязанности министра культуры Чеченгурской ССР. Вот политическая карьера, никакая музыкальная, никакая вот это. Просто я не сам сижу тут, сижу и придумаю. Это газета Сердулу, это газета Ингушетии. Мы тоже, товарищи, как вы умеете лазить по этим сайтам, тоже лазим. Вот для меня это еще ничего. И вот этот, со мной, многие блогеры знают вот этого провокатора, он под ником Спартанец. Вот Спартанец. Что какие-то цифры, вот он сотни мне, вот я его заблокирую, рад, что заблокирую, это проходимость. Постоянно, он специалист у них по культуре. Вот это Руслан Узуртанов, специалист по истории, Магомед Албагачиев, специалист по войнахской культуре, традиции майбирчи. А вот этот, он под свое имя, они раскрывают, скорее всего, известный Ингушетии, или он журналист, или писатель, кто-то он такой, но вот он вот под этим ником лазит во всех этих сайтах и везде пишет, что вот это какая-то чеченская именитая музыка прозвучала, он сидит и пишет, что это нет, это сочинил Ингуш, вот это Ева Малсага, вот такой, всю историю там пишет. Мы же тоже, они идиоты, и не сегодня родились. И мы тоже можем точно так же пойти в этот интернет, как он пошел. Он же пошел и там смотрел. И вот это мне самому, и так я потом хорошо, что в Чечне еще остались живые, вот этот режиссер чеченского филармония Хакишев, по-моему, Руслан Хакишев, он даже дает интервью, это все это рассказывает. Вот это Сулейман, певец, поэт, композитор Сулейман Такаев, тоже все это рассказывает. Вот он говорит, Сулейман Такаев, я просто немножко дальше пойду, пришел вот на блог Хамзата Тухашева, вот этот, и вот он вот рассказывает, как вот это все это было, как вот это все, это они, знаете, приходят и рассказывают. Они еще все это, знаете, тогда и в театре они подрабатывали, где могли, ну вот, конечно, филармония это была такая всесоюзная узница, оттуда вышел Кобзон. Кто еще? Очень много вышло вот из Грозненской филармонии. Юрий Антонов, певец, Иосиф Кобзон, и вот очень много, вот даже и Высоцкий, очень много, вот даже в единственном Советском Союзе сохранилось вот этот архив Высоцкого, в Чечне-Ингушетии он сохранился, потому что вот только ее песни, вот видео снят. И вот даже он про чеченцев, вот в фильме, вот это, в последнем фильме «Письмо», ингушском фильме, который сейчас на днях вышел в прокат, вот там этот
тоже это блатные песни вот этого Высоцкого, я этого про чеченца и про ингушей. Вот это Сулейман такая у этого Хамзата Тухашева, а кто не в курсе, советское, это вот как он в советское время был известный журналист Чеченгурской Азии, вот это Хамзат Тухаш. Сейчас он, конечно, под 70, не знаю, 80 лет ему, но все равно ведет блог такой подтянутый мужчина. Он в Грозном открыл телеканал первый, я помню, подростком в Грозном фильме турецкой по его каналу шли турецкие реалы, такие грязные они были, конечно. Но это нам казалось, о, мусульмане, вот это, вот такой. Вот это Хамзат Тухаш, вот это очень многие звезды, он общается, он с ними работал, он с ними участвовал в музыкальных коллективах. Они даже, я даже был удивлен, что он был в театре, вот этот Хамзат Тухашев еще работал в театре. Как это Сулейман такая. И вот про это Али Димаева, вот про всех вот этих, всех знают они. И вот историю вот это, я-то смотрю, и вот идиотов меня хотят сделать, приходят и пишут всякие. Вот это, нет, это Ева Мальсагу сочинила. Кто такая Ева Мальсагу? Вот до создания Республики Ингушетии она чиновник. Или учительница была, потом стала чиновником. Сперва была учительницей. Я не знаю, зачем ехать в город Запорожье, Украина. Вот это Запорожская область, тоже непонятно. Там 16-м какой-то музыкальный училище. Отметил, 24-летняя девушка закончила музыкальное училище в Грозном. И вот она, как она могла стать композитором, вот это интересно. Потому что это, вот это блогер Хамзата Тухашева, вот это Сулейман Такаев сказал, что он тоже оканчивал, как и другие, грузинское музыкальное училище, но он поехал в Ростов, чтобы музыкальный институт учился. И вот даже он даже не композитор, но он известен как певец 60 лет, сколько праздновали, 70 лет, ну, больше 70 лет вот этому Сулейману Такаеву тоже. И в эти ровесники, Али Имаева, еще вот это Рамзана Апаскаева. И вот эти же люди еще живые. И вот это интересно. Когда она могла написать этот ингушский музыку к индусскому танцу, если это советское время, когда бытность Чечении, даже вот этот, когда в войнах еще название официально не было, был вот академический ансамбль песни и танцы, вот тогда чеченцы сказали, дать ингушский, они решили сделать ингушский танец на базе чеченского. Тогда не было вот это чеченское, это ингушское, все было вместе, там, друзья, братья. И вот этот режиссер сказал, дать самую лучшую музыку. И действительно дали музыку, которую сочинял, по-моему, Умар Димаев, кто там сочинил, я сейчас могу ошибиться. И вот это. И я могу посчитать Эду Султанова, вот Марьям Айдемирова. Там же тоже, у нас тоже метро, такие метро. Она в 79 году только кончила, 24-летний окончила вот этот училище, поехала в Запорожье, потом обратно в Чечню, а потом это преподавала вот в школах, а потом не гостелерада, Чеченской ингушской филармонии заместителем была, а потом была заместителем министра культуры Чечен-Ингушской Азии. И все вот бытность Чечен-Ингушетии. Они же утверждают, что бытность Чечен-Ингушетии, это все написано, все это произведения. А тогда только карьера вот этого чиновника-учительницы. А потом в 90-х годах, да, действительно, она начала, вот она серьезно
начала композиторствовать. И вот что она могла вот эти сочинить, тоже непонятно, если это было до этого сочинено. И вот такой загвоздка. Врут, какой-то реальный персонаж, действительно это композитор, но вот приписывать заслуг, которые человек не имеет, вот это интересно. Это какой-то ноу-хау немножко. Лучше я сейчас вот чай выпью, пока она холодная стала. Да, очень холодная, может горячая. Заварчик. 1 минуту я сейчас, потому что сегодня будет небольшой, необычный формат, поэтому я не буду там возбуждаться, спокойно поговорю. Это тем мужчинам, которые возбуждаются, каждой знаменитой чеченской композиции проходит, и вот это пишут, вот это, то, и имена называют. И вот эти композиторы, которые, у нас тоже их было немало, много чеченских песен, вот вам, Филармонии, 100% Ева Марсаль, когда она была заместителем министра культуры Чечен-Ингушской Асти, когда была заместителем вот этой Чечен-Ингушской филармонии, сколько она украла чеченских этих композиций, и типа по-братски, по-сестрински просила у чеченцев дать какому-то ингушу, вот это, какого-то артиста. Вот они свое, да, продвигают. Теперь мы знаем, вы, конечно, вы своих продвигали. И вот сейчас нам очень, вот сейчас задним числом, вот любой, вот это, кто это спел, ингуш, это наш. Ваше национальное достояние, эти 3 башни в горах, товарищи ингуши. И радуйтесь, что хотя бы это у вас есть. Я сейчас 1 минуту. Ну, я знаю, в советское время все по радио чтили ингуши, по телевидению. Вот, кто не слышал песни Деймох Нана, вот эта композиция музыкальная, Деймох Нана. Она звучала в советских, даже в 80-х годах она звучала. Я даже по радио никогда не слышал, чтобы эта песня звучала по-другому. Кто-то его пел по-английски, по-французски, по-итальянски. Только в одно исполнение было по-чеченски. Вот эта песня «Деймох Кнана». Она стала еще «Апти Алхадо». И вокальный сметанный ансамбль «Шкери», который возглавил «Апти Далхадо», тоже в YouTube сейчас есть много роликов, которые он пел, потом еще Сулейман Такаев эту песню поет. И вот это когда Сулейман Такаев, 60 лет Сулейману Такаеву, это 10 лет тому назад, по-моему, 12 лет назад, я не знаю сколько, вот он пел, и вот, да, прибежали ингуши и пишут, что вот это не чеченская, оказывается, песня, это ингушская песня. Вот интересно, я никогда не слышал, чтобы она была ингушская, что она... Лайджи, вот даже вот это, когда вот этот песня Ибрагима Аджимурада, вот это Ибрагима 23, мы все знали, кто это, вот, давай, такая был интересная, вот когда эту песню пел этот чеченский Бад Аджимурада, все мы знали, что это, кто это Ибрагим, где он живет, почему он посвятил, сколько ему лет, Ибрагиму 23, знаменитая композиция советская. Точно так же, если это была ингушская песня, мы уже знали бы, что это ингушская песня. Никогда в жизни я не слышал, чтобы ингушская композиция, ни одной ингушки, только вот это в архиве гостелерадио ЧАСР, вот есть ингушская, чеченская песня, а так не было вот там вот это. И вот они пишут, утверждают, что это ингушская песня. После Деймох Кнана, вот это мелодия из ингушской песни Деке Эрзаш, автор Ахмед Хамходев. Исполнял его Алудин Эсмирзаева и Патимат Кадирова. Вот утверждает, вот они его исполняли, и вот
Интересно. Потом я думаю, Ахмед Хамхой, где-то я слышал, что-то я слышал. Да, и был это композитор. Вот про вот эту Еву Марсаги я не слышал, потому что она никто. Вот про Ахмеда Хамхоя я слышал, потому что человек родился почти ровесник вот это Идриса Базоркина, взрослый, даже в 1944 году. Вот человек вот существовал, и что-то вот какой-то, знаете, имел какое-то значение в нашей культуре Чечи-Ингушетии. И, конечно, мы знаем вот об Ахмеда Хамхоева. И вот самое интересное, почему вот ингуши утверждают, что именно эти песни поет Ахмед Хамхоев. Он тоже в 92 году умер в Грозном. И ингуши, наверное, они знают, а вот я знаю, что в 1995 году в Грозном его квартира была разрушена, разбомблена, и у него не осталось никаких свидетельств. Все было разрушено. Почему-то они остались. Вот он умер в 92 году, и почему-то семья, наверное, квартира осталась в Грозном. И вот все вот его наследие, вся, к сожалению, потеряно. Никто не знает, что он написал. Никто, вот можно по каким-то композициям, можно вот Ева Мацаку 150 композиций написала, наверное, написала 1090, как этот Руск Бузуртанов пишет эти книжки, как этот Исаак Адзой пишет, это задним числом 2000-х годов, вот, когда я республика Ингушетия, когда Чечен-Ингушетия была, где был контроль, где был все, вот они только работали учителями, уборщиками, металлургами, агрономами. А вот когда контроля нет, на ровном месте какое-то непонятное образование без основы, республика, без ничего, просто колхозы, давайте будем строить вот прекрасное будущее. Вот они все вот какие-то, знаете, должностные, вот университету, Чечен-Ингушскому университету почти 100 лет. А Ингушскому университету 33 года. Вот где это академические знания, а где вот эти, как сказать, как бы культуру не обидеть. Это копирайты, можно сказать по-английски, копирайт. Ну, вот такое. И вот это вот. А потом я думаю, интересно, давайте я взял газету «Ингушетию», и вот что пишет газета «Ингушетия» про этого Ахмеда Хамхоева. Это не я, не русский, а вот сам ингуши что пишет. Ахмед Хамхоев родился в 1910 году. Сейчас 110, 112, очень много. Тогда вот в 11 году родился Идрис Базоркин, он родился в 10 году, тоже в Северной Осетии, пригородный район. И в возрасте 11 лет он очень сильно хотел Базоркину пойти учиться. И, скорее всего, вместе с этим Идрисом Базоркиным они учились. Если это правда, вместе, одногодки почти учились. Но потом, когда он учился в этой Базоркино, случилось несчастье с ним. Он ослеп. Говорят разные вот это, есть разные версии, что с ним случилось. Но одна из версий, когда умер его, скоропостижно скончался отец, этот Ахмед Хамхоев ослеп, просто ослеп. И вся творческая путь это Ахмеда Хамхоева до депортации он возглавлял общество слепых. Возглавляет общество, сам слепой, возглавляет это общество слепых. Я не знаю, вы, товарищ, ко мне придираете, что я где-то там интонацию не так ставлю, что я, мол, заикаюсь, хотя я не заикаюсь. До 17 лет я заикался, потому что тоже проблема, такой стресс у меня был, что я испугался чего-то, и вот язык у меня вообще отнялся, а я не мог ничего не сказать. Целый год сидел в первый класс, я помню себя,
Ни одно слово я не сказал, сидел. И потом это по этим врачам, по этим все. И до 17 лет я не стесняюсь, я заикался. Кто-то там, не знаю, хромал, а кто-то там, я не знаю, болел сердечной болезни, у кого-то была аллергия. Но это же, знаете, это кто-то инвалидом стал. Это от того, что ты заболел или что-то с тобой случилось, от этого, я поэтому и говорю, я никакого отношения, вот я не предвижу, что он слепой, вот это для меня это ничего. Просто вот в контексте ингушей, что они там придумают, вот только из-за этого контекста я хочу рассказать про этого человека, хотя я желания никакого не испытываю. Желания, как этот Идрис Базоркин, который сын беглого эмигранта, внук царского генерала, мать Грета Мендельсон какая-то, княжеского какого-то рода, швейцарского, французского происхождения, мать. И вот человек европейский, родившийся в Варшаве, сейчас ингушские биографы говорят, нет, он родился в Базоркин, а есть, что он родился в Варшаве, Российской империи. Раньше Варшава же входила в Российскую империю. И вот такой, это Ахмед Хамхой, слепой. Нигде не написано, что вот я 17 лет, да, дефект речи у меня ушел, я здоров, я сижу и могу блоги вести. Да, иногда бывает, когда я речь, иногда, да, волнуюсь, возмущен бывает, внутреннее возмущение, что вот почему они так, вот хочется что-то послать, и не можешь это делать. И вот из-за этого иногда что-то там не то, и то, это, знаете, это мой личный блог, я говорю, что я хочу. И вот этот человек, там не написано, что он был ослеп, потом он восстановил зрение. Нет, он, по-моему, по всей жизни был слепым. И вот как я понял, я не полностью прочел там несколько информаций я, представляете, в Википедии ингушская страница. На ингушском я хотел прочесть, так и не осилил, потому что какая-то химия. Зачем вам в Википедии страница на ингушском языке, тоже непонятно. Да, Google Translate, чеченский язык, он существует, потому что 1,5 миллиона, там 2-3 миллиона по всему мире. Вот наш чеченский язык, так как он древний, какой-то язык, это не диалект, как ваш ингушский, голландский диалект же ваш язык. Так как он язык, он Google Translate. Я не знаю, в Википедии тоже, наверное, чеченская страница есть. Вот зачем это ингушам тоже непонятно. Я понимаю у себя где-то там в Яндексе, я не знаю, где-то Дзене, что-то такое. А вот тут в международной платформе на ингушском языке вот существуют вот такие страницы. Ну, я это не осилил, потом думаю, нужно пойти в газете Ингушетии. И там все написано, все красиво, на русском языке расписано. Ну, там еще помощь, газета Сердало. И вот такой. И вот это Хамхоя, вот они, да, этот, когда этот войнах создавался, да, он действительно там тоже принимал участие. И вот этот ансамбль, академический ансамбль танцы, песни, танцы, чеченцы, ингуши, это был. Потом возник война. Вот тогда вот это, когда это был танец, вот это был создан ингушский танец с чеченскими мелодией, которые чеченцы добродушно отдали, чтобы перед русскими, там, не знаю, когда восстановился Чечен-Ингушетия, чтобы как-то громко заявить о чеченцах и об ингушах. У нас-то был Махмуд Эсимбаев, а у вас были Ева Мальсага только родилась, как она могла написать
этому танцу музыку, вот это я никогда не успел в 2-летнем возрасте, в годик они написал. К сожалению, она сейчас умерла, на днях дала гештольца, и, она не сможет нам, вот, к сожалению, вот нужно было пойти, вот сказать, и сочинила, вот когда живой, вот это, Хамхой тоже в 92 году умер, и никто не знает, что он написал, да, какие-то тексты есть, и вот ингуши утверждают, что вот эта песня, которая чеченская, вот это, он написал. Ну, слепой человек, наверное, может быть таким многогранным. Вот у этого человека тоже, он был композитором. Мы не утверждаем, что он не был композитором. По-моему, в филармонии он еще, в театре, в театре он где-то там. Тогда же был Хампашин у Радилова, Чеченгурский драматический театр. Тоже был пристроен. И вот как мог слепой человек все это создавать, вот это все, оставить такой след. Да, я в своем примере я говорю, вот вы мне сразу указываете мои недостатки. Но это, знаете, я же не говорю, что я сочинил гимн Ингушетии. Я же на это не претендую, поэтому я заикаюсь, не заикаюсь, я говорю ровно, не говорю ровно, или моя речь невнятная, это не к вам. Знаете, я не диктор, чтобы вам красиво, это лайв идет, я не могу убрать, из-за какой-то мелочи пришлось видео свое предыдущее убрать полностью. 1:20 снять. И вот такое. Наверное, вот лгать, знаете, вот к чему я иду, что лгать это некрасиво. Знаете, вот этот спартанец, вот он специально специализируется на этой культуре, искусство, культура, он вот в любом затычка, в любом дырке затычка. И вот он везде, и мне вот это пришел со мной спорить, что это Ева Мансага сочинила, это танец, что чеченский танец, он говорит, это не просто так, он говорит, чеченский танец, это не существует, это ингуши создали эти танцы, вот, да, Махмуд Эсенбаев в 60-х годах, когда выходили на горшок, еще они оделись многие, он уже танцевал, это ничего, это... Ваш Идрис Базорки написал сценарий вот этому фильму, Азербайджан фильм, вот это «Я буду танцевать». И получил за это грамоту Верховного Совета Чечен-Ингушской ассоциации. Это не я придумал. И вот тогда это чеченский, это ингушского танца не было. Это мы, чеченцы, вам создали, как и многое другое. Как и многое другое, вот этот Ева Мансага стала композитором благодаря нам, чеченцам. Это Хамхоев, Ахмед тоже самое. В Грозном жили, в Грозном учились, в Грозном своей профессиональной деятельности. Вот многие закончили в Ростове, в Москве, вот это музыкальное училище, вот это. Почему-то это великая композиторша Ева Мансага только окончила Грозненское училище. Как она могла стать композитором, закончила одно училище, я тоже вот не понял, потому что вот у блога Хамзата Тухаша, вот этот певец Сулейман Такаева сказал, что он еще, по-моему, какая-то ингушская девушка с ним была, вот они все учились в Ростове еще, музыкальном, вот это. Дополняли образование. Но он же не говорит, что вот мы же не утверждаем, что такая, да, он певец, но он еще композитор. И поэт, как и это Хамхоев то же самое. Фольклорист, он поэт, он композитор, он песен. И Муса Гашаев, вот интересно, эту книжку надо купить, скорее всего. Вот знаменитый ингуши, который в 2004 году написал этот чеченец Муса Гашаев, тоже, он очень много знает. Если он живой, пока он, вот, нужно, вот, интересно, нужно с этими людьми встречаться, чтобы они, даже вот этот Ева Мансагла, можно было просто пойти, и сколько блогеров
пойти и спросить. А сейчас ты не спросишь. Человек, она умерла. И не спросит. Она написала то, что если она написала, никаких претензий. Но не надо, вы это знаете, она не была ингушской. Она не жила в Ингушетии, она, знаете, в Грозном. Она за это деньги получала, она на работе. Интересно бывает. Я чеченец, я вот примерно в Франции работаю, живу, вот это. Я, у меня гражданство примерно, я говорю, французское. И вот что, получается, я работаю, вот это все, что я тут сделал, это сделал я для Франции, не сделал для Чечни. Потом я же не могу поехать в Чечню, в Грозный, через 30 лет, или через 50 лет утверждать, что великий чеченский такой-то блогер, одинокий Джейсон, вот он открыл какой-то вот этот заговор этих ингушей. Это, знаете, это ценность Бельгии, Франции, Германии, Испании. Где это не так. Тоже вы, товарищи ингуши, тоже в Чечне Ингушетии жили. Это же оттуда. Не было ингушских композиторов, не было ингушских писателей, не было ингушских поэтов. Были поэты Ингушетии, были композиторы Чечни Ингушетии. Вы, товарищи, что-то перепутали. Не мы к вам вошли в состав, вы к нам пришли. Это наши правила, наши законы, наши города, наши села, наши законы. И вот вас присоединили чеченцев, не чеченцы к вам. И вот вы на этих зарплатах, вам за это платили. И как будто бы, вы знаете, Чечня Ингушетия это одно, это Ингушетия была отдельная. Вот хотите вот такую картину создать для идиотов. Вот, конечно, у вас идиотов немало, вот я удивляюсь. Вот удивляюсь вот этим идиотам, которые бегают. А где это были? Хорошо, вот такие маститы. Почему в 80-х годах это даже это, Азрани, да, это, хотя он был и города, почему нельзя было что-то вот там создавать, что-то вот, знаешь, вот сказать «Мади ин Ингушетия». Нет, это «Мади ин Чечения Ингушетия», это не то же самое. Вы представляете, вот это Ева Мальсагло работает в Чечено-Ингушском филармонии, за это получает зарплату, а сейчас нет, она создавала ингушские мелодии, ингушские танцы, нет. Она заведовала, она была чиновником, она композитором стала только в 90-х годах. И вот то, что вы же утверждаете, что вот быть на Чечне Ингушетии, вот она все это создавала. Это Хамухой то же самое. Быть на Чечне Ингушетии. Он театры, он, я не знаю, вот это, конечно, здоровье, проблемы здоровья, слепой, это вам не шутки-мутки. Заикаться, это человек может видеть, человек может спортом заниматься, человек может писать романы, рассказы, это ничего. А слепота – это страшный диагноз. Человек не может творить. Как он сумел, наверное, как-то или плохо видел, я не знаю. Но говорят слепой. Это не я утверждаю, это газета Ингушетия ваша, газета Сердало, ингушская Википедия. Вот такое. Конечно, сегодня этот не получится. Ох, давайте просто именами пройдемся, чтобы вам было понятно. Второй час только 300 человек посмотрело. Я превью-видео поставил из-за технических проблем. Вот третий час снова, так как другие, многие они увидели, я хочу вам напомнить список Шиндлера ингушами, фамилиями, кто как где отметился. Магомед Абалгатиев поступил на государственную службу в Ростове, поступил на государственный, вот, хотел стать чиновником в министерстве, я не знаю, где-то, но потом задним числом стал историком, писателем и утверждает, что всю свою жизнь он был историком.
Лела Гагиева, ну понятно, это клан Гагиевых, тоже история Ингушетии, она оставила отпечаток. Сейчас она Гагиева, вот так мне тоже сделали, почему ты ошибкой написал. Я не написал ошибкой, они же эти Гагиевых оттуда-то, не из Ингушетии, они сейчас они Гагиевы стали. Тоже журналистка работала на телевидении Ингушетии, и до сих пор, наверное, скорее всего, работает, сотрудничает. Потом вот этим Михаилом Буцари, вот фонд подала заявочку, вот там она в фильме бесконечно снимает, 280 фильмов уже сняла. Это понятно, все фальшивки, все подделки, нет ничего. Даже про этого русского Бузуртанова решила она снять, что вот его дед или какой-то отец был первопроходцем в горах Казбек. Вот я интересом это смотрел, сколько нового я узнал про Иосиф. Сразу мне врезалось имя этого его родственника Иосифа Пузыртанова, который была экспедиция на Казбек, первая русская экспедиция на Казбек. Вот они были как-то грузы, эти ингуши, как бы на этих ослах или на конях везли грузы вот этих экспедиций. И так получился последний привал, и вот экспедиторы вот эти все легли спать, и вот этот дедушка или отец, вот это Руслана Бузуртанова, просто пошел по этой тропе и оказался первым проходимцем, прошел этот Казбек, вот он всемирно из Гвилеты, еще указывает, что он из Гвилеты, вот это из Грузии. Вот интересно, вот такое было. И вот таких очень много. Вот это, как про Аланов, она поехала в Венгрию. Кто не в курсе, единственный народ Европы в Венгрии, кочевники. Никто не знает, откуда они пришли. Это Сарматы, Армата, никто не знает. Вот это Алане, она пошла искать корни аланцев в Венгрии почему-то. Тоже, да, фальшивка на фальшивка, фальшивка на фальшивка. Вот такая хорошая журналистка ингушка. Очень много отметилась, очень плохие вещи про чеченцев старается делать. Ярые чеченофобы они все. Ярые чеченофобы ненавидят это Чечению, Ингушетии. Но вот задним числом, вот творчество Чечении, Ингушетии хотят переписать себя, что мы великие были. Оказывается, не только мы занимали престижные места там, не знаю, стелились под этим русских, но еще у нас были поэты, композиторы, музыканты, которые без нас бы Чечения, Ингушетия вообще бы пропал. Вот такой вот посыл. И врач, смотря нам в глаза, им не стыдно, конечно, стыд, совесть давно потеряна. Продали на рынке, на Азрань, скорее всего, супермаркеты, потом задним числом не купишь. Вот такая трагедия ингушского народа, которая переплетается вот разными вот этими вехами нашей истории. И Нурдикадзе все знаете, да, это историк, тоже учитель, всю свою жизнь был учителем, поступил в Омский вот этот университет, почему-то за 3000, за 3-9 земель от Ингушетии поехал туда, и поступил там, не смог окончить, потом перевелся в Грозный под руководством этого Ибрагима Дельхигова. И вот он это окончил, никто не видел, что он там учился. Потом задним числом, типа он заочно учился, поверим на слово. Человек тоже умер, спросить мы не сможем, или чтобы он показал корочку, что ты окончил. Вот такой. Но вот это Леля Гагагиева, последний его фильм, вот этот, решила против чеченцев, античеченский фильм выпустить. 40 лет этот фильм лился в архиве Чечено-Ингушской или радио, снятый в 1985 году
тоже чеченофобным ингушом, главой, по-моему, главным режиссером гостелерадио ЧССР, вот про чеченских диверсантов и бандитов во время Второй мировой войны. И вот одна ингушская не ингушская, а осетинская блогерша решила поставить их на место и сказала, что вы были все предателями, фашистов. Они ничего хорошего не нашли ответить осетинам. Этот возбудился это Артем Плато, потом это Лейла Гагиева схватила этот факел в руки. И она выпустила сенсационный фильм НКВД СССР, основан на документах НКВД СССР, что вот это ингуши ни при чем, ингуши хорошие, пушистые такие. И вот чеченцы, да, они были диверсантом, они были предателями Родины. Вот такой интересный фильм вышел. Вот такой. А Нурдик Кадзо, вы знаете, да, всю историю поделал Ингушетии. Сперва был этим учительницей, всю жизнь учительство. Потом вот это 2000, когда в Чечне началась война, вдруг они осознали, что можно украсть другую историю. Они-то думают, что это русские, все, Чечня больше никогда не станет на ноги. И вот они, и зная конца этой войны, решили все припрятать, все присвоить себе. Вот тогда этот Нурдик Кадзоев, он был научным сотрудником вот этого Нича Ахриева, там возглавлял вот это, очень много национальных проектов, все это под руководством Ибрагима Дальхигова, который тоже профессор Ингушского университета. Он сразу привез это Нича Ахриева, возглавлял его. Вот он притащил всех этих проходимцев к себе. Но самый знаменитый, мы знаем, вот этот Нурдик Кадзоев, он себе вот этот, еще кто там был, Танзила Зауров тоже, оттуда же кадр вот этого Лела Арабханова, понятно. И вот такие красавцы. Еще кто там еще знаменитый вот это? Марьям Елхарова тоже кадр вот этого. Ибрагим Дальхигова, Нурдик Кадзоев, все вот его это кадры, вы знаете, да, фальшивки, лицемерие, лгуны, вот все вот это, типа это. И вот такой истории. Сам Ибрагим Дальхигов, конечно, всю свою жизнь, тоже агроном, работа Министерства сельского хозяйства Чечен-Ингушской ССР. И вот всю свою жизнь, вот с 60-х годов до 90-го какого-то года, вот был Министерство сельского хозяйства, хотел получить пост министра сельского, но так ему не удалось. По-моему, он один раз даже совмещал этот пост. Вот такая карьера. Потом вдруг оказывается и в Чечен-Ингушском. Не, это не он. Он-то этот Ибрагим Дальхигов в Чечен-Ингушском университете был. Он с 57-го года. А вот этот Бейбулат Богатырев был в Министерстве сельского хозяйства. Вот видите, какая интересная. Всю жизнь они работают. Идрис Абадиев, вы знаете, да, тоже родился в городе Грозном, потом решил поступить в Северо-Осетинский, окончил сельский агроном тоже, агроном, поступил почему-то там, не в Грозном, а почему-то решил в Владикавказ поступить. Но это ничего, потом ни духа, не видно, не слышно его. Потом вдруг создал самый большой, по-моему, кооператив Ингушетии в России, самый большой этот предприятие. А потом политику пошел, стал депутатом законодательного собрания Республики Ингушетии. А потом вот так преследован, вот это все, еще книжку заметно написал про вот этих сделал, про это сделал, и он
там же вот он почему-то вот этот Идрис Базоркин перепечатал это знаменитое письмо, телеграмма царя дикой ингушской дивизии, где он там благодарит ингушей за хрем, смелость, за храбрость, что они уничтожили Кавказскую железную дивизию, а потом оказалось, что железная дивизия была у Деникина. Как мог царь написать, послать телеграмму, что вы уничтожили мою, стальная. Оказывается, у историки уже знают, что у кайзера немцев в Первой мировой войне была стальная дивизия, называлась стальная. А эти идиоты перепутали, назвали железной дивизией. Железная дивизия была в составе Деникина. И царь не мог послать ингушам в 1915 году телеграмму, хотя события до 1916 года. И вот они вот как-то фальшивку состряпали. Идрис, представляете, в 1968 году Идрис Базоркин в своей книге «Из тьмы веков» вот этот случай туда сунул. Вот когда они начали фальшивить. Вот такой. Все об этом Сержин Салтыкова знают, общественный деятель, который самый знаменитый высказанный. Он обратился к Путину, сказал, что мы, чеченцы, ингуши, не один, ментально мы разные люди. Конечно, ментально разные. Вы предатели, подлецы, наглецы, эгоисты, а мы отважные герои. Вот это Танзил Чабе, это классика. Урочка, зря она, Азрана, да, выучилась. И хорошо, что это университет у них и есть, чтобы они не позорились. И вот хорошо, что они могут эту корочку получать, там, окончить ее. Вот это потом, я филолог, я этот, я то. И знаменитое высказывание Танзиль Шабиев, вы все знаете, да. Чеченцы это количественный народ, но имущий качественный. И еще у него чеченцы имеют тюркские корни. У чеченцев нет тэпа. Вот это несколько вот его знаменитых высказываний. Ну, вот такая. Танзил Заур это качиха всех времен. И рода Мармяр и Елхару тоже учительница. Выслужилась, всю жизнь работала учительницей в Чечне, Ингушетии. До заместителя директора школы услужилась. Потом районная Стамбульского района тоже там. Пару лет она там методисткой была. Потом в 91 году диктором на чечено-ингушском телевидении, ингушское вот это отделение возглавлял до 1900, до Первой Чеченской войны находился там, а потом востоковед, ученый, журналистка, писатель, все. Азран приехала, все, знаменитая, все государственные награды имеет. Вот так, Руслан Дагиев, это новый блогер, новое поколение ингушей, как это Магомед Албакатиев, как это Танзила Заурова. Вот такая, как это Амин Парчиев, это новое ингушское поколение провокаторов, жрецов. Да, такой сын знаменитого Мусы Долгиева. Руслан Бузуртанов, это говорит нечем, пустое место. И в Чечне вообще-то он не был кем. Это ухаживал за этой матерью, бегал, маменькин сыночек, можно сказать. Потом, ну там, в октябре 94 года, по-моему, когда это был конфликт, Роза под этой пулей с выстрелом он убежал. Бедный несчастный так испугался, что до сих пор не может простить чеченцам, что вот так ему пришлось слышать это выстрелы в Грозном. Интересно, он когда-нибудь бывал в чеченской или ингушской свадьбе? Я ребенком слышал эти выстрелы, тем более в 90-х годах автоматами, когда свадьба, как будто бы идет война. Я в микрорайоне жил, я жил вот в этом поселке Черноречи, и там постоянно выстрелы, как будто бы что-то
Я, молодой парень, не пугался их, почему-то вот взрослый мужик в штаны положил, и до сих пор вот это, этинофобом хочет возместить свой ущерб. Очень интересно, кто нам, чеченцам, возместят ущерб от этих ингушей за их свинство, вот это 70 лет проживания чечен-ингушей. Вот не были никем, стали, вот композитор, вы же стали, благодаря чеченской ингушской филармонии. Он не находится ни в Орджоникидзе и ни в Назране, он находится в чеченском городе Грозном. Этот музыкальное училище Чечен-Ингушетии не находился в Орджоникидзе, ни в Назране, ни в Джарахе. Он находился в городе, это чеченский, на базе чеченского. Вас приплюсовали. Вы к нам пришли, мы к вам. У вас не было никаких прав. И вот этот, да, вас и количество ваше было мизерное по сравнению с чеченцами и даже с русским язычным населением. Когда ингушеты создавали в 92 году, вас после стольких лет, сколько вас было? 230 тысяч не было вас, представляете? Как вы были малочисленны. Потом, конечно, вы захватили чеченские земли, там все остальное вы приплюсовали себе. 100 тысяч чеченцев, русских и других народов. И осетин даже решили ингуши переписать. Многие осетинские фамилии. Вот такие вот. И вот так эта история, это вашей Ингушетии. Я не знаю, кому это, зачем вам это нужно, вот так. Когда вы молчите, как вас приятно слушать, товарищ Ингуш, как вас приятно слушать. И вот эти самые выходят, и понятие Ибрагим Дархигов, этот молодой 20-летний правильно приехал уже больной головой, как это Идрис Базоркин, как вот этот Ахмед Хамхоев, Шукри Дархигов, понятно, там, и Ибрагим Дархигова там послал. Ну, такая вот это, и вот те птенчики, которые там же вылепились, вот этот Ева Мальсагова, вот этот Марьям Мелхарой, потом второе поколение ингушей. Это же второе же поколение, первое поколение ингушей, этот Ахмед Хамхоев, вот это Идрис Базоркин, это Шукри Дархигов, вот это первое поколение ингушей. А вот Гойгов тоже там. И вот второе поколение вот эти. А сейчас третье поколение, было вот третье поколение ингушей будет Руслан Бузуртана, вот этот Идрис Абадиев, а сейчас четвертое поколение ингушей, Руслан Дальгиев, вот этот Танзил себе, четвертое поколение ингушей пошла. Античеченская фобия, страдает, бедные несчастные, некому их лечить в этом Азране. Чеченофобия страдает. И вот это лепит это на скорую руки, вот эти фальшивки, которые прячут. Вот, и меня вот скорее всего, мне придется остановиться, потому что возмущаться. И я просто удивляюсь. Каждый раз я что-то новое узнаю. От этого мне радости нету, что вот так они не скопали. Представляете, даже иногда тебе не хочется слышать правду, потому что это больно, очень тебе сложно это принять. И вот как это, слепой композитор, который, чеченовец, который не был композиторшей, потом вдруг стал композитором. Это после 1992 года, когда мы не контролировали вас, товарищи ингуши, когда мы, чечен-ингуши, просто так, это сложно было. Вот поэтому и вы этих протирили свои эти задницы, вот этих пыльных обкомовских кабинетах, Министерства сельского хозяйства, Министерства культуры, вот этих университетах дальше вам дороги не было. Конечно, когда на ровном месте
Представляете, кто не в курсе, это Республика Ингушетия, Назранский район. Вы представляете, что это такое? Вот на базе это Назранский район создан Республика Ингушетия. Конечно, 2, 3, 4 даже чеченских района, бывших и нынешних, было прихвачено. Это Галштинский, это Ачалукский, это Псидахский, бывший. И вот ныне Молгобекский и Сунжинский. Вот так. Получается, Малая Чечня, вся половина это чеченцы. Ингушетия должна была называться Малой Ингушетией, Малая Чечня, по-моему. И вот такой, этот список я уже устал. Сейчас жалко, что второе видео я убрал. И вот Абадия, понятно, это тоже любительница Исикадзоева, восхищает постоянно. И вот мне, она постоянно вот такая, она сняла, ну такая взрослая женщина, она умеет говорить. И вот она сняла, мне понравилось 2 его фильма, вот этот про депортацию, ни одно слово про чеченцев она не говорит. Ни одно слово про чеченцев. Что чеченцы гущаются вместо Сталина, хороший выслал, нет. Это речь, всю этот час шел этот ролик, это видео, это официальное телевидение Ингушетии. И чеченская песня используют как ингушскую. Фоном используется чеченская песня Аймохк. И вот это, до этого она сняла другое про этих грузин, Гвилет, вот это, она использовала вот этот Дато Кинчашвили, вот музыку Дато Кинчашвили, и сразу это грузинского певца, и сразу написали, что это использована музыка Дато Кинчашвили. А почему-то Тауба ансамбль, по-моему, Тауба ансамбль, вот эта композиция музыкальная очень красивая. И вот чеченскую композицию используют. Всю, от начала до конца эту песню. Про чеченцев не говорят, ни одно слово не сказали. Как будто бы ингуши отдельно, чеченцы отдельно. И вот эта чеченская музыка в титрах нет, что это чеченская музыка. И вот так они воруют это. И потом приходят это возбужденные, это голодранцы, можно их называть, никак не могут осытиться этой Ингушетии. 33 года вы жрете это без контроля. Когда вы насытитесь этой своей Ингушетией? Я вот это не пойму. Как будто бы перегод этой Ингушетии. Вот 33 года. Ну, пора же прекратить, пора же насытиться. Я не знаю, как это называется, дорвались до бесплатного. Честно слово. Вот такое я еще не видел в своей жизни. Честно слово, не видел. Я извиняюсь, конечно, если кого-то оскорбляет. Меня тоже оскорбляет ваша ложь, ваше лицемерие, ваша гнилость, ваши черствые души, черный душ. Вот это тоже меня, как чеченцы, оскорбляют, что вы еще вот такие подлые, наглые и бесцеремонные люди. И какие претензии ко мне? Это претензии к вам, вашим действиям, вашим шулерским рукам. И вот надеюсь, вы поймете, что вы сами себя раскрываете. Вот я даже, они исследуют, представляешь, исследуют. Одним вот этим кликом может распознать вашу ложь. Потом не орите, что Ева Мальсак, великий композитор, и Ахмед Слепой, Ахмед, виновница Ева Мальсагова, и слепой композитор Ахмед Хамхоя, вот создали все, что создали чеченцы, они создали. У нас, что наших не было, Валид Дагаева не было, Шидеда Султанова не было, Умара Демаева не было, Марьям Айдамирова не было, еще другие, там очень много певцов, очень много именитых. Я просто целый ролик, времени хватит все это перечислить. И вот такой список Шиндлера, весы, за кавычки, список вот этого, можно сказать, Зоркина. Ну, вот такое размышление. Можно, и, конечно, вот Идриса
Позоркин тоже лежит большой. Даже в 68 году он уже лгал, все это придумал. Этой книжки он даже этот много чеченских обычаев туда сунул, выдал за своих ингушей. Вы же оригинальная нация, у вас только курхасы, у вас только амазонки на этих скалах бегали. Говорю, что это не мое утверждение, это ваших великих ученых. У нас вы же были краями этих ущельев. И зачем нам вот утверждать, что мы прогресс принесли вам, Чечению, Ингушетии? Да. Если у вас был бы этот прогресс, вас не присоединили к нам, как, я не знаю. И вот наш ущелье, вот плачете, бегаете, и что вы потеряли? 70 лет мы написали письмо в Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. Вот нас не любят. А вот наш ущерб, наши страдания кто-нибудь нам возместят, товарищ? Когда вы возместите, даже я пострадал из-за вас. Потому что когда я тоже пострадал. Если вы там это Грозном все эти места не заняли, у меня была возможность тоже где-то устроиться. А меня направили на завод «Красный молот», литейный цех. 19-летний парень должен работать в литейном цехе, потому что вы все крохоборы туда пришли, все это заняли. У нас же был процент, только 3% чеченцев и ингушей. Если вы там 2,5% заняли, нам, чеченцам, там ничего не осталось. Даже слепые у вас были, в театрах работали, стали великими композиторами. А почему наш вот этот, только я и рассказывал, только в моем одном селе 6 писателей, композиторов, поэтов, здесь не видно одно село, 6 писателей, поэтов, композиторов. 6. 7 Газат Унуев, Веденский район, 7 даже, по-моему. 7-8 даже. Непризнанный вот этот умер, я не знаю, как его фамилия, раньше знал, сейчас не знаю, очень много. Да, Сейд Хамзат Гацаев. Сейд Гацаев, не 7 Газат, 7 Газат Нунуев, Сейд Гацаев, Шейхи Арсенка, Арби Мамакаев, Хасара. Я свою фамилию не скажу. И еще вот эта фамилия, вот этот Арачоев был, вот этот поэт тоже. Как его? Красивая фамилия была. Ой, забыл я. Потом вспомню, конечно. Вот у нас, вот мы, да, нас не счет. Только в одном видно столько знаменитых писателей, поэтов, песенников. А вот представьте, во всей Чечне вообще эти сколько их было. Вот так, товарищи. У меня к вам претензий сейчас никаких нет. Живите, пожалуйста. Плодите там, я не знаю. Присваивайте чужой. Это ваше дело. Но вот пора, знаете. Ваша безнаказанность просто бесит меня, Господи, алчность ваша, вот я не могу понять, когда вы прекратите. Вот, я понимаю, 92-й год, вот я помню, что все собрались, там женщины плачут, ну, понятно, это первый год, что у вас хорошо, наконец, как дорвались, называется, до бесплатного. Кошки, представляешь, когда нет контроля, ничего там нет. Год нет этому университету, уже начал печатать и корочки всем налево, направо. Скорее всего, за взятки, за эти, вот всех колхозников, доярок, уборщиков, учителей, все профессора, академики, все. Что-то в Чечне, Ингушетии они не были, вот эти композиторами, вот это интересно. Я так, на одних нескольких примерах вот вам решил вот так немножко поговорить с вами. Может, я не знаю, я что-то требую невозможное от вас, товарищ.
ингуши. Может, я предыщу к вам, может, я ошибаюсь в чем-то? Нет, мне кажется, это зачем вы врете в единственный мой вопрос к вам, зачем врать? Зачем вот вам это все нам нужно? Для чего? Вот скажите мне. Вот перед вами Бангкок, вот ваш Назранец такой же, нет? Не Магаз, нет, не Назрань. А у нас в Грозном такое будет. Вот у нас и тогда был. Знаете, мы не раз в Северном Кавказе, это был тогда в Советском Союзе большой регион. Туда ходил Ростов, туда ходил Краснодарский край, Ставропольский край. Все эти республики Северный Кавказ, Волгоград, Астрахань, Калмыкия. Знаете, Северный Кавказ был мощнейший регион СССР. И то самым престижным там Чечен-Ингушетии. Вот город Грозный был третьим городом Северного Кавказа. Третьим городом. Культурная столица Северного Кавказа. Шестая экономика СССР была. И вот я не пойму вас. Вот когда нужно сказать, что вот это композитор, великий композитор, вы вспоминаете про это Чечен-Ингушетию. А вот когда вам, ингушам, выгодно. А вот все остальное вы не видите. Ой, нас там, бедно, несчастный. Вот насильно вас заставляли занимать эти посты. Насильно вас устраивали это на кормежку. Вот все насильно у вас было. Насильно этих девушек заставляли учиться там в университетах, вузах. Молодые парни насильно заставляли вечером прогуливаться по этим набережным, красивым городе, по реке Сунж, там высокопарными словами бросаться. Чеченцы смотрят, у нас нет тейпов, у нас только роды. Вот так. Вы колхозники, вы дикари, типа. Мы такая вот эти ингуши пальцем веером. Это было у нас в Грозном. Это мы еще помним. И, скорее всего, будем помнить вас, товарищи, ваши проделки, ваши. Я поэтому и говорю. Ой, пора прекратить эту итальянскую забастовку, про вас рассказывать. Я, скорее всего, рекордсмен вот снятых роликов. То, что я сделал, вы должны мне память вашим озране поставить, чтобы я раскрыл ваших этих низменных вот этот. Я вам показал ваше истинное лицо. Как ваш сосед, как ваш брат войнахский. То, что я мог, я сказал. То, что я мог, вам показал. Не все так однозначно, товарищи ингуши. Вот не нужно отдавать. Вы просто, когда вы создали Республику Ингушетии, вы на ровном месте ее создали. У вас не было ни фундамента, ничего там. И вот эти всякие проходимцы, которые у нас в Грозном, в Орджоникидзе, везде эти, вот эти люди пользуются тем, что и вот все это присвоили себе и присваивают, продолжают присваивать. Это же, как это, он же не хочет сказать, что я была подстилкой в кабинете обкома. Нет, она скажет, я была великой поэтессой. Это в Чечен-Ингушетии. Просто это чеченцы украли мою музыку, поэтому вот это они поют. А где, когда спросят, хорошо, ты была там поэтесса, вот покажи, что ты. Нет, она скажет, вот это чеченцы у меня украли, это наши ингушские, это я сочинила, это этот автор, скорее всего, умер, он не может потом, вот это, вот так это, знаете, этот Идрис Абадиев, агроном, ни к чему, конечно, великий поэт, писатель, Руслан Бузуртан то же самое. Вот они вот такие. У них никаких достижений в Чечен-Ингушетии не было. Никаких достижений. По блату вот эти заместители министра, вот они сидели везде. Заместитель филармонии, чеченцы или русской филармонии, и вот один заместитель чеченец, другой заместитель ингуш. И вот вся деятельность этих великих людей.
Никто вот, это Исаак Адзоев, кого Нурдик Адзоев, кого вы бы не взяли, Абадиев, это никто не был в Чечен-Ингушетии, они никак себя не заявили. Были учителями, колхозницами, доярками, комсомолками, красавицами. А вот сейчас, да, при Республике Ингушетии мы великие. Интересно, вот такого лохотрона я еще в жизни не видел. Представляете? Хотели Республику Ингушетию, чтобы это корочки. Вот Чечен-Ингушетии им не разрешалось, потому что закон нужно соблюдать. А там они вот хотели создать эту Республику Ингушетии, чтобы вот фальсифицировать все. Начиная от этих корочек, этих профессора, этих званий, этих статутов. Вот такие. Такие мирные ингуши. Я надеюсь, ваша ложь выйдет боком. Вот в Осетии это вышло. Надеюсь, то, что сейчас вытворит, то же самое будет с вами. Чеченцы должны быть готовы к любому вашей вот этой деятельности. И сразу же, как это осетин, то же самое. Повторить то же самое. Никаких разговоров. Чемодан, вокзал, Назрань. Все очистить. Всех выгнать. Пусть они бегут. Они же прибежали с Осетии 60-80 тысяч. Пусть обратно бегут в свой Назрань, этот, который захватили чеченские земли. Вот это они там не родились. Многие в Сунжском районе не родились. Многие в Малгобекском районе не родились. Они родились в пригородном районе. Пусть себя или пригородный район уезжает, Осетия, Владикавказ, или свой Назранский район. Это беженцы. Это сейчас у нас такое-то количество ингушей. Ваши чеченцы там, население города Карабулака, официально 10% населения чеченцев. Там, скорее всего, 20%. Вот. Вас 500 тысяч и 100 тысяч чеченцев. 20% населения Ингушетии – это чеченцы. Я не могу утверждать, что Азрани там 20%. Представляете? Там в Малгобеке может быть 20-30%. Карабулаке 20-30-40%. Бонь населения. Вот всех этих поселков. В Седахе 95%. И вот ваши вот эти утверждения тоже. Вот месть вам, вот осетины это поняли и не простили вам вашу ложь, ваше лицемерие. Точно так же, надеюсь, чеченцы вам дадут урок. И я надеюсь, когда-нибудь построить это великое чеченское стену, чтобы вас не видеть. Вот нужно, как Китай построили, вот построить такую стену, чтобы вы живите долго. Ваши низкопробные Ингушетии, вот это все, и корочки выдают. Вот такая маленькая беседа. К сожалению, мне уже пора уходить. Пока-пока. С вами был Одинокий Джесси. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Каждый человек по своим делам, по своим заслугам получит то, что он заслуживает. Мы не утверждаем, что вот эти хорошие, те плохие. Мы не утверждаемся на чьи-то горе. И нам не нужно, вот, знаете, предъявлять какие-то объяснения, претензии. Вот вся моя работа основана на претензиях ингушей, которые к нам, чеченцам, и я стараюсь им отвечать. То я же заставляю этих ингушских троллей приходить ко мне, писать всякие эти комментарии. По этим комментариям я потом иду и смотрю, сколько я разоблачил вас, товарищ. Вот это по вашим комментариям, по вашим утверждениям. Вот такое. И хорошо, это, наверное, интернет был создан для вас, товарищи провокаторы, лжецы. Но мы тоже, современные люди, можем пользоваться благами цивилизации, как вы. Идиотов, знаешь, здесь нет. Пока-пока. С вами был Одинокий Джесси.